Бальнеологические термальные ванны, бассейны с подогревом, магнитно-резонансная и компьютерная томография, рентген, кабинеты кардиолога, педиатра, стоматолога, офтальмолога, хирурга появятся в строящемся на территории Пицунского литфонда лечебно-оздоровительного корпуса. На том месте, где мы сейчас находимся, ранее находился спортивный зал небольшого размера с учетом посещения наших отдыхающих. Было решено снести с ведома Кабинета министров и Госимущества и построить новое. Новое здание мы построили на семейном корпусе в цокольном помещении. Можно там посмотреть. А здесь вот, вы видите уже, значит, на стадии сдачи объекта медицинский центр. На объекте будет создано около 100 рабочих мест. В основном это специалисты разных сфер в области здоровья. В лечебном корпусе будут представлены услуги квалифицированных врачей и высокотехнологичное медицинское оборудование. Этот корпус не только для посетителей пансионата Литфонда, но и для всех жителей Абхазии. То есть могут здесь провести различные процедуры, то есть лечение бальнеологического плана, а также провести различные приемы с врачами. То есть здесь будут работать врачи, в основном будут наши врачи, то есть, но которые заканчивали вузы на территории Российской Федерации. Думаю, что это все на самом деле будет полезно для нашей республики, так как сегодня, к сожалению, очень многие люди, живущие здесь, выезжают за пределы Абхазии, но сегодня здесь такие проведены аппараты, на самом деле, которых даже в России в единичном случае, то есть располагаются, так как это General Electric, то есть это один из ведущих в мире, то есть МРТ считается, таких в Абхазии нету. Да и в Краснодарском крае всего 2 штуки. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса началось в июне 2022 года. Общая площадь 4500 квадратов. В корпусе также будут созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть человек, прошедший сюда на коляске, он, если отдыхает, допустим, здесь на территории пансионата, то он соединяется переходом с семейным корпусом, человек попадает сюда, а также и попадает в бассейн. То есть вот такое здесь, они соединяются в семейный корпус и соединяется этот корпус с бассейном. Лечебно-оздоровительный корпус за раз сможет принимать более 200 человек. Заказчиком объекта является руководство пансионата Литфонд. Работы выполняет компания КДК Development. Заказчиком данного лечебно-оздоровительного комплекса является Литфонд во главе генерального директора Абицба Анатолия Снатовича. Все, что вы здесь видите, делается за средства Росатома, по инвестпрограмме Росатома. Лечебно-оздоровительный корпус планирует ввести в эксплуатацию в марте следующего года. Гугуца Вардания, Лаура Капш, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.